Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Каждый приемный день у дома номер 150 на проспекте Арчебиль в Ашхабаде выстраивается очередь. Здесь находится Министерство Адалат, буквально Министерство справедливости, и люди приходят искать этой самой справедливости по самым разным причинам: из-за притеснений на работе, споров о недвижимости, невыездного статуса. Однако единственный совет, который они получают по каждому вопросу, такой: у вас есть право обратиться в суд. Туркмен Ньюс собрал предложение, как улучшить систему правовой помощи так, чтобы освободить чиновников от постоянного повторения одной и той же фразы и повысить эффективность данной системы для людей. Прийти за правовой помощью в Министерство юстиции сейчас можно дважды в месяц по субботам, регистрироваться не нужно. Возможно, таким образом услугу хотели сделать доступнее для людей, но на практике, как мы дальше увидим, это заставляет их тратить лишнее время. Прием длится с 9 до 12 часов, и если очередь до вас не дошла, то следующую попытку придется отложить на 2 недели. Можно сэкономить людям до нескольких часов их времени, а жителям вилаятов еще и траты на поездку в Ашхабад, если вести систему предварительной записи. Запись онлайн как основной способ, а по телефону для тех, кому сложно пользоваться интернетом. Прием в порядке живой очереди можно оставить, скажем, на последние полчаса. Большое достоинство системы, которая уже работает, состоит в том, что прием ведут не только сотрудники самого Министерства Адалат, но и представители Генеральной прокуратуры, Верховного суда, коллегии адвокатов Ашхабада, то есть не только теоретики закона, но и практики, причем с разной экспертизой. В форме для записи можно дать людям возможность кратко изложить суть вопроса, чтобы заранее направить к наиболее подходящему специалисту. При этом и специалист будет знать, с каким вопросом к нему придут, а значит сможет дать более дельный совет, чем тот, мол, обращайтесь в суд. Задачу можно решить и ручным методом. Пусть людей встречает сотрудник, который выслушает суть обращения и сориентирует на месте. Сейчас же встречают сурово. Солдат на проходной фиксирует личные данные и забирает мобильные телефоны, а ведь они могли бы пригодиться, чтобы люди записали на них полученные советы. Но даже если оставить в стороне то, насколько оправданы такие усилия по защите безопасности, то важно помнить о сути происходящего, об оказании помощи. Здесь усилий не хватает, люди вынуждены сами разбираться, кому же им идти, тратить и без того короткое время, суетиться. Кстати, есть и еще один способ сделать прием более организованным и эффективным: заранее объявлять рассматриваемый вопрос, например, жилищное право или трудовые споры. Но в таком случае приемы стоит проводить чаще, чтобы нужный вопрос в расписании не пришлось отслеживать месяцами. Еще одна зона роста – это то, кто именно сейчас приходит консультировать от разных ведомств. От самого Министерства юстиции, сотрудник управления правовой помощи, и тут все понятно и логично, от Генеральной прокуратуры и Верховного суда, сотрудники аналогичных управлений, а здесь уже кроется подвох. Дело в том, что если сотрудники Минюста подкованы в теории, то сотрудники двух других ведомств могут быть полезны как раз практическими советами, а иногда и полномочиями сразу взять вопрос в работу. Сейчас этой пользы по факту нет. Приходят те же самые теоретики, которые твердят: пишите заявление и обращайтесь в суд. А как это могло бы выглядеть? Теоретики подробно разъясняют непонятные законы и общие процедуры и разницу между ними, практики, детали и особенности по конкретному вопросу, например, как взыскать долг, когда суд уже вынес решение, но ответчик его не исполняет. К правовой помощи, между прочим, также относятся составление и прием документов. Те же заявления юристы могли бы помочь грамотно оформить и принять на месте. Могли бы, но сейчас этого не делается. Поэтому от прокуратуры стоит приглашать представителей Главного следственного управления, ведь на приемах часто звучат такие факты, по которым нужно немедленно инициировать доследственную проверку. А от Верховного суда самыми полезными будут сотрудники общего отдела. Ближе к делу консультируют адвокаты. Они часто сразу же договариваются представлять интересы человека. Но недостаток в том, что не все адвокаты раскрывают секрет. Гражданам в тяжелом материальном положении защита положена бесплатно, что предусмотрено законом, но только по их просьбе.
Об этом праве, кстати, как раз можно напоминать всем посетителям и делать это устно, на стендах или в памятках. Но дело не только в том, чтобы повысить качество консультаций от тех ведомств, которые уже присылают сотрудников на Арчибиль 150. Остро не хватает и других специалистов. Окно или стол миграционной службы точно будут пользоваться успехом. Туркмен Ньюс регулярно пишет об историях людей, которых вносят в списки невыездных, при этом не объясняя ни причин, ни способов их устранить. Таких случаев намного больше, но далеко не каждый решается рассказать о них в социальных сетях или независимым журналистам, хотя после публичных выступлений проблему нередко решают. Но не лучше ли вообще не доводить ситуацию до такого исхода и хотя бы вовремя предоставлять людям информацию? Офис уполномоченной по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбан Назаровой открыт для приема в будние дни, когда большинство людей работают и не могут прийти пожаловаться на нарушения. Дополнительные 3 часа в субботу в офисе министерства Адалат улучшит и ее работу. Тем более, что после консультации других чиновников многим может понадобиться именно помощь омбудсвумен. К слову о работающих людях. Нарушение трудовых прав тоже частая тема обращений, и, как писал Туркмен Ньюс, инспекторы местных профсоюзов не всегда достаточно компетентны. Те, кто не смогли получить поддержку в родном вилаяте, как сотрудницы предприятия Дашагус Автоулак, могли бы получить правовой совет представителей Национального центра профсоюзов Туркменистана. Сотрудники МВД легко повысят свои показатели, если тоже разместят свой стол в приемном зале. Многие истории, готовый материал для их работы. Кто-то открыл притон в подъезде, кто-то самовольно расширил участок. Также людям бывают нужны советы по обжалованию штрафов, подаче заявлений и другим вопросам в их ведении. А еще участвовать в приеме будет очень интересно депутатам Меджлиса. Это даст им возможность не только напрямую вовлечься в жизнь своих избирателей, но и увидеть, как работают на практике принятые ими законы и какие, возможно, к ним требуются поправки. У депутатов Меджлиса есть право направить запрос в любой госорган, так сказать, взять жалобу гражданина под свой контроль. Наконец, самые простые вопросы могли бы решать студенты выпускных курсов юридических факультетов. Для них это бесценная возможность применить теоретические знания на практике, увидеть реальные правовые проблемы людей, научиться с ними общаться. Студенты могли бы выполнять роль тех самых навигаторов на входе, давать инструкции, как получить паспорт, оформить прописку, сменить фамилию. А еще такие общие консультанты могли бы напоминать: на приеме еще не решают вопрос, но помогают его правильно сформулировать, подкрепить бумагами и направить в нужное ведомство. И эта справка может быть самой важной, поэтому давать ее нужно везде, на сайте, в публикациях о министерстве и при входе на прием. Сейчас, как из-за коррумпированности местных органов, так и из-за отсутствия правовых знаний, жители Туркменистана не знают, к кому обращаться. Они вынуждены вести себя то как спамеры, направляя обращения сразу во все государственные инстанции, то искать внимание президента Сердара Берды Мухамедова или председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Берды Мухамедова. Пытаются люди найти справедливость и по адресу министерства Адалат, там путь к ней только начинается. Но как сделать даже первый шаг, пока ответов не хватает? У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.